шықәсаӡоит, ари ҳнапалагоижьҭеи ари аус. Иара ари аус шәаналагоз, иара наплакҩы ус абанӡа шәзааигоз, абанӡа шәзыманшәалаз, ари аус насгьы избан аалыҵбжан? Ари сара исзанааҭуп сҳәар, ари уи ииашахом, занааҭла сара сжурналиступ, аха убас иныҟала дызусҭазаалакгьы аҭаҳцәара анаԥиҵалакгьы, аҭаҳцәара даналнагалакгьы маҷк дацәхьаҵуеит, инапы злакыз изанааҭ маҷк дацәхьаҵуеит. Саргьы убас маҷк сацәхьаҵит, нас сара схаҭа еилыскааит шаҟа иманшәалахоз аԥҳәыс лус абас арманшәалара азыҳәан. Гәык-ԥсыкала уазнеины уара ухаҭа уҩны иҟоуҵо ачысхқәа гәык-ԥсыкала уҭаҳцәа рзыҳәан ишырзыҟоуҵо еиԥш, убас шьоукы рус арманшәалап ҳәа абас ҳазхәыцны ҳалагеит ачысхқәа рыҟаҵара. Нас хәыҷы-хәыҷы еизҳарҳауа ҳалагеит ачысхқәа рхыԥхьаӡарагьы. Нас иахьа шәабанӡанеи, шаҟа чысхкы дшәыжьуеит? Иахьатәи амш азыҳәан ҩажәижәабаҟа рхыԥхьаӡара полуфабрикат ҳасабала иҭҳаџьуеит. Уи анеиҩсгьы аԥсуа чысхқәа ҳармазеиуеит. Нас уажәы арахь ҳахьыҩнагыло, ара раԥхьа цех полуфабрикатов ҳәа иааҳартит. Азныказы ҩышықәса полуфабрикат мацара ҳнапы ркны аус адаҳулон. Нас маҷк ҳҭыԥ ҭшәауашәа анаҳба иҳарҭбаарц ҳаиасит абри аҭыԥ ашҟа, хәыҷык иааиуа аамҭа змоу, ара аҭыԥ аҿы днатәаны агьамк ибар иҭахызар, аҩныҟа иигарц игәы иҭоу ихьынӡаизеиқәдыршәо днатәаны акы днацҳаратәы алшара иауратәы, абри абас хәыҷык аҭыԥ ҳарҭбаан, абас иҟаҳҵеит. Уажәы азыҳәан ҳцех ароуп иахьыҟоу, уажәы ҳамҩахыҵ ачаҳаршьқәа рыҟаҵара иаҿуп, аӡӷабцәа шәаиҳамҩахыҵ лабҿабажәбарц. Излазбо ала алыҵбжа зегьы напыла ирџьабуеит аӡӷабцәа. Напыла мацарала, аџьаба ацуп, аха напыла мацаралоуп гьамала. Апарат ахьиасра шәгәы иҭоума, мамзаргьы абри ишыҟоу иааншәыжьуа ишԥоуоу? Уажәы иахьатәи амш азыҳәан напыла мацара ҳамч зықәхоуп иҟаҳҵо ачысхқәа, сгәаанагара убас иҟан ханатә напыла иҟоуҵо иаҳа агьама ҽакуп, гәык-ԥсыкала уазнеиуеит, иаҳа уашьклаԥшоит ахаҭа бзиара ҳәа убас агәаанагара сыман. Убри азыҳәан иахьатәи амшынӡа напыла мацароуп иҟаҳҵо зегь зыҟаҳҵо ҳахылаԥшны. Иахьатәи амш азыҳәан ҳамч зықәхо напыла мацара иҟаҳҵо, ара аҭыԥ аҟынтәи иааины ахәыцәа агьама згәаԥхаз иргот ҳчысхқәа. Иара формалагьы, напыла мацара иҟаҵо формалагьы иаҳа иԥшӡоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Ҳчаҳаршьқәа нас дызусҭазаалакгьы ишизыманшәало, аҩны дшашьцылахьоу еиԥш иҟаиҵоит. Ҳара абас иалҳхеит, сара санду иҟалҵоны збахьан, сгәыблыра адан, саныхәыҷыз инаркны сынлыдтәалон, ислырбарц аҳәара ҟасҵон, абри иԥаны иҟалҵон, аџьаба рацәаны ишадызгьы збон ишацыз, аха абри гәык-ԥсыкала лгәыблыра зегьы убра иахҭынҵаны абас дшаҿыз збон азыҳәан сгәыблыра адан ачысхқәа рыҟаҵара ҳаналага, абас иԥаны санду лыҟаҵашьа алоуп ҳшалагаз. Иара рецептқәа бантәи ажәқәоу, абри шәандуцәа шәарҳәаз, шәанацәа ишәдырбаз, мамзаргьы нас абри ацехқәа рҟны стандартлала иҟарҵоу? Аҩны ачысхқәа иҟаҳҵо, ишыҟаҳҵо, гәык-ԥсыкала ҳазнеины ишыҟаҳҵо еиԥшуп, арагьы ачысхқәа шыҟаҳҵо. Ус абри акәац абантәи ажәқәа, ашә абантәи ажәқәа? Ҳусура азыҳәан амарҭхәқәа иаҭахқәоу
аратәи Аҟәатәи аџьырмыкь иҟны зыгәра ҳго кыр шықәса аус зцаҳауахьоу зыгәра ҳго иҭарагьы игәаҭаны убысоуп ишаҳго аусура азыҳәан ашәаӡ акәзар ачаҳаршә иагәылаҳҵо аратәи ашәаӡоуп, аратәи аҩнытәи ашәаӡоуп, акәацгьы аџьырмыкь аҿы иаҳгоит. Иуадаҩуп еиҳараӡак ашәаӡа бзиа аԥшаара, нас иара ласы-ласы имаҷхо ыҟоуп, аԥшаара цәгьоуп, ауадаҩрақәа ацуп. Нас ахаҭабзиара аганахьала агьама ҳбот, игәаҳҭоит, ацарала иҟаҵоуп ашәаӡа иаҳго, фҩы-ҷыдак амамкәан ашәаӡа, нас ахаҭабзиарагьы ианыԥшут азыҳәан, убри ҳашьклаԥшот, убри ҳашьклаԥшот. Ачаҳаршә иагәылоу ашәа акы иаԥсамзар, фҩык амазар башоуп. Шиашоуп. Ахәқәа ртәы ҳҳәозар, ашә бзиа угозар, акәац бзиа угозар, ахә маҷхаӡом. Шаҟа ҳәа ишәҭиуеи иахьа? Аусура азыҳәан амарҭхәқәа иаҳго рызегьы рхаҭабзиара ҳаракуп. Убри аҟынтәи зхаҭабзиара ҳараку ахә лыҟәны иҟамлаӡацт. Иаҳҳәап, абыржәы шусуцәа ирҿиабуа ачаҳаршә килак шаҟа иаԥсоит? Быжь-шәибжь акы иргоит ҳчаҳаршәқәа, избан акәзар ашәаӡа ҳамеигӡаӡакәан иагәылаҳҵоит, гәык-ԥсыкала ҳазнеиуеит, ҳус ҳазҿу, џьара акаг ҳархар ҳҭахӡам, игәыларҭәаазар ҳҭахуп. Аусуцәа ртәы ҳҳәозар, иабантәи ажәгәаҩ иазусҭцәада? Апроблема шымоума абри аусуцәа? Абри азҵаара даара зегь реиҳа ицәгьоу зҵаароуп. Ҳусура аҟны иҟарҵо аҭыԥҳацәа иҟарҵо зегьы ҳара ара ирҭҳарбазоуп. Дазусҭазаалакгьы иидыруа рацәазаргьы ара данааилагьы ара ҳара иҟаҳҵо иҳарбот, иҳарҵот, иҟаҳҵо аҽамԥсахырц. Ацех аҟны хҩык иахьатәи амш азыҳәан аус руот. Есма, излаздыруа ала абри алыҵбжа аныҟауҵалакгьы иаразнак арҵаара аҭахуп. Шиашоуп. Абри алашара апроблема ауадаҩрақәа шәныруама? Иаганахьала иаҳнымԥшырц азыҳәан маҷк иахәҭоу еиқәҳаршәеит ҳусура еиԥымҟьарц азыҳәан, иҟаҳҵо ачысхқәа бжьымсырц азыҳәан, уи аганахьала хәыҷык ҳхы ҳацхраар акәхоит. Иҟаҳҵаз ачаҳаршәқәа ара хазы иҭаҳҵоит даҽаџьара, аҭыԥ амоуп хазы. Имеидҷабларц азыҳәан ара иҭаҳаргылоит сааҭқәак рынаҩс, иаҳгоит арахь килокилла ишашаны иҭаҳҵоит. Ижәбо аҳчысхқәа ачаҳаршәума, аблинчикқәа, акәац згәыло, акәти, акәыкәбаи згәыло, акотлеткқәа акәацла иҟаҵо, акәтыла иҟаҵо, акәычмач уҳәозар убыс. Работа в целом отлично. Я любитель своей профессии, если честно. Ну и здесь неплохо, если вы конкретно за помещение спрашиваете. Сколько лет Вова именно вот в качестве повара работает? С 15 лет, в районе 6 лет уже. Где-то так. А что чаще всего приходится готовить? Из полуфабрикатов, допустим, или вообще в общем? Знаете, больше всего, скорее всего, блины и вареники. В районе этого. У нас, когда начался пост, с этого момента больше вареники пошли. То есть зависит тоже от сезона, от потока, какое время года и что и как. Ну вот когда вот сейчас пост идет, у нас больше вареники идут, если честно. Сейчас ближе к лету у нас, как в том году, блины начнут идти. Что главное в этом деле? В этом деле главное, за качеством следить, как по-моему. Если честно, вот, полуфабрикаты многие боятся брать. То есть, я на своем опыте знаю, я в магазине никогда в жизни не покупал полуфабрикаты. Потому что я очень сильно боюсь, я не понимаю, из чего они сделаны, как они сделаны и на чем люди сэкономили в этот момент главное. Понимаете? И в этом деле самое главное качество. Полностью отдавать качеству все. Ювелирная работа, никуда не торопиться. Никто не спешит, никто не торопит. Полное качество. Но всегда не бывает так, как хочется. Абсолютно всегда. Если не бывает так, как хочется, в плане продукции и так далее, мы лучше поставим стоп, чем завтра вы придете, оно невкусное, а послезавтра не вернетесь к нам. Вы куда
не то, что испорченная продукция, допустим, не уследили, и сыр не тянется, да, если вот пример вареников брать. При этом, да, вот не уследили, сыр не тянется, уже накрутили, после попробовали. Да, там спросил, не было времени попробовать. Сыр не тянется, приходится все это утилизировать куда-то. Там или отдать кому-то из знакомых, грубо говоря, или просто на списание уйти. А допустим, вот после вареников тесто, которое остается? Оно не остается. Нет. Нет, у нас все идет по техкартам, все по граммовке, как было вчера, так и будет сегодня. Оно не остается ни в коем случае. Шукса цвейчпеда кафе аширтиште. А интерьер дара зехазнука пряжи пьяшу шукса хвагот. Яхва побри граммофон аусалома. Аграмофон уж يحبيهم شو زحن أو صور زحن ماجكو بياجو يرادو زدرو أو يحيب حيت ورستلهم بدارنا دغوب يقويتر تياجو قاتنا وصور زحن ماجكو بياجو أجلس يتخوز زجي أموكوسي يكشوب أخو يحبيهم شو زحن يجح كلر تريبش تقلزاشي حمزم شوكس وسكي خدودي حمزر شو بصيري حاضر كي قلا يحزم يخزو حاخويتشا ينايلجي تشخكوا يخنزر زبشو يخنزر زي كدرشو ينتبنو ربس رشارц شقوق يابخرج الشار رورج ناس يا خنا بشابشو دزوستزاлаги يخوچرخون при угала шаракис цурна гарбебш сарасхатас гублырыздыз санду сабду ргварата хунпи сугублырыздыз абартква акыршушуксыз хуцо аграмофонума ашхукарома абартква и дахкалет дазустазалаги згублыраду угала шаракис цурна габха اسمع بريا قهوة كاجا نسبة سقالة في تسنو وجه الصندوق بس تردنا قهوة سلر لاجون بس ويا في خلط وشانن شرا يعزجيرا يربن قالة شركوي شو سرنابو أراك يجبو يويبش ماما تاركوا يدحكلز حرزك حندوتشا حبدوتشا رغوارة تقلمبي أو يروبس أري أكحوالا غاغاكي صندوق الخلمبي يسوي تبري يسزان خيط اسمع هختار زوج شحنس يخيا أتكان كرقنا جرمك يقنا علت شالت وبلاتزوم نصيحة ذكرى عيني رجويت حا وس شابخ قشرت بعرش كويتوما يحبيهم شزهن هم چزوك خو چزخوا أراتب قمبي يرجو أو إزبناغزر نبلاماتساري شسحزيبش يقحصود چزخوا ناق يحقويتوب أخنا أدرجي حنالاغوز حوس حنبنا دحكلوز أدركان كورلو بحشالاغز إزبناغزر أدركان قنا آخوي أجمع بنا يقبخو يقامخو إلكانا إليك أرتزحن أتبكان كوريحوب إخنحكوز حجزخكوا قويتوب أشرتبارا أتبكان كوريشكوا آخنحرا إزبانا غزر أجرت رايونكوا قدوتوما غاغروما أتلحظاسو إنستغرام خنا يحزريوت أحر غحتوت خوچك خرطوب أرخي أتبكان كوريشكوا آغرا شولشزدكي يحزمن شالا خونحا أحر قرطوت وبري جهنز خدسنا وجه يحويتوب أتكان رخ أنا جرزهن خوشك أرتبارا Тимур, вот вы знаете, у меня сложилось такое мнение, что вы с хозяйкой кафе «Баракят» ограбили какой-то музей вместе, потому что интерьеры в ваших кафе – это отдельная графа для повествования. Расскажите, откуда эта красота, откуда эти раритеты?
Ну, смотрите, что касается интерьера, мы постарались отобразить в нем культуру нашего города. Здесь очень большое количество представлено медных изделий. Это чеканки, это медные кувшины. И в небольшом количестве представлен советский фарфор. Что касается чеканок, это отдельная тема, которая связана вообще с городом Сухум. Небольшое количество регионов на Кавказе занималось производством этих самых чеканок. И если вы обратите на них внимание, то сможете заметить, что многие чеканки отображают быт, культуру наших людей, отображают даже их образы, они такие, связаны с нашей культурой, с нашей ментальностью. Сегодня тех, кто может произвести такого уровня чеканок, по крайней мере в Абхазии, практически не осталось. Что касается фарфора, то фарфор мы стали собирать достаточно недавно, буквально как год, как функционирует наше уже заведение. И фарфор это, в основном это советский фарфор, производство Ленинградского фарфорового завода, это небольшое количество Дулева, тоже статуэтки у нас представлены, и Полоне. Фарфор это тоже часть советской истории Абхазии, и в них тоже можно сказать, что заключена частичка души советского человека. А мы, наше заведение, оно в основном акцентировано как на местных жителей города, так и на туристов. И каждый турист, приходя к нам, обращая внимание на фарфор, на чеканки, вспоминает свое советское прошлое, и вот те теплые душевные воспоминания, которые были, когда он в советское время приезжал в Абхазию, всплывают у него в его сердце, думаем, вновь. Да, это своего рода и маркетинговый ход, который, как нам кажется, был достаточно успешным и удачным. А сколько лет уже вот вы в этом бизнесе? Что касается заведения, заведение относительно молодое, функционирует 2,5 года. Несмотря на то, что прошло небольшое количество времени, количество гостей все и увеличивается, и мы можем на сегодняшний день сказать, что производственных мощностей нам не хватает. И в связи с этим, конечно, мы планируем расширение нашего заведения. Вот скажите, почему именно хинкальное? Хинкальное, потому что мы постарались... хинкали – это такой продукт, который был известен еще советских времен на территории Абхазии. В городе Сухум всегда производились хинкали, и хинкали были высокого качества и высокого уровня. И продукт достаточно сложный в своем производстве, связано это с его технологическим процессом. Хинкали мы не замораживаем, и вся продукция, которая у нас производится, она непосредственно идет из-под ножа. Если человек пришел и заказал хинкали, повар изготавливает его на месте, не замораживает и прямо уже в том свежем состоянии дает его постояльцу. Ну, мы поняли, что сердце нашего заведения это хинкали, да. Как вы сказали, мясо вы не замораживаете. Получается, вы каждый день закупаете мясо, правильно? Да, все верно. У нас имеется свой поставщик на Сухумском рынке, который ежедневно поставляет нам мясо. Берем мы исключительно мякоть для своего производства. Но по мясу здесь опять имеется специфика одна, связанная с тем, что мы работаем только по местному мясу. Привозную говядину мы не приобретаем для наших продуктов, потому что качество нашего мяса намного лучше, чем качество привозных продуктов, в том числе и мясопродуктов, которые реализуются у нас в Абхазии. Только местная продукция. Но закупом вы сами занимаетесь или просто контролируете процесс? Нет, у нас имеются администраторы, которые занимаются закупом, которые занимаются контролем качества произведенной, закупаемой продукции. Сколько вам близко это дело? Как вы вообще пришли к этому, что вы... Я ранее занимался винным бизнесом, и винный бизнес – это такой бизнес, который носит сезонный характер. И мне захотелось создать ту форму бизнеса, которая может стабильно работать круглогодично. И поэтому решил создать небольшое такое аутентичное заведение, подходящее культуре, к ментальности города Сухум, и чтобы оно вписалось в жизнь нашего города. Поэтому перешел, как можно сказать, на ресторанный бизнес. Полуфабрикаты мы не делаем, и эта политика нашего заведения связана в первую очередь с тем, что мы хотим, чтобы наша продукция реализовывалась исключительно в нашем заведении, и чтобы не было выхода нашей продукции на другие площадки. В силу того, что спрос на нашу продукцию достаточно велик, и нам не хватает производственных мощностей, нам необходима новая площадка, где наше заведение уже может функционировать в том объеме, в котором имеется спрос на нашу продукцию. И мы, скорее всего, в ближайшее время планируем перейти в новое заведение. Это будет уже полноценный музей-ресторан с антикварной мебелью, с
сухумской, в хорошем смысле, кухней. И там уже, я думаю, у нас будет возможность удивить сухумчан и гостей столицы как нашими идеями по интерьеру, так и по новым позициям, которые мы планируем ввести в наше меню. Надеемся, мы к Новому году у нас получится перейти в новое заведение. Здесь находится наша кухня. Она небольшая по своему объему, но в основном все, что производится в нашем заведении, делается здесь, на этих производственных площадках. Рабочий персонал как набираете? Кто эти скоростницы? Да. Рабочий вообще сердцем любого заведения является кухня. И, конечно, мы, к руководству, периодически приходим на наше предприятие, можно так сформулировать. И, конечно же, самая главная заслуга любого заведения, я думаю, все, кто занимается ресторанным бизнесом, меня поймут, это работники. К работникам мы стараемся относиться с уважением, с почтением, и, соответственно, это должно отображаться не просто в нашем отношении, а в заработной плате, ту, которую мы платим нашему предприятию. И, конечно, это те люди, которые создают наше заведение, создают атмосферу, начиная не только от персонала кухни, но и персонал зала. Они встречают людей, они дают им те продукты, которые они обрабатывают продукты. И, конечно, без них заведение бы существовать и функционировать без работников не смогло бы. Нельзя сказать, что здесь очень большая конкуренция. Если вы будете делать хорошо свой продукт, всегда гости будут в вашем заведении. Но при этом необходимо относиться так же, как к работникам, так же и к своим гостям, так, как ты хочешь, чтобы непосредственно относились к тебе. Когда ты посещаешь какое-то заведение, направляешься в какой-то ресторан, в кафе, в общепит, если ты хочешь покушать из хороших продуктов, будь добр и сам готовь из тех продуктов, которые хочешь, чтобы и предоставлялись в дальнейшем тебе. У нас по-разному. Конечно же, у нас зимой поменьше работает, чем летом, так как у нас летом наплыв отдыхающих больше. Бывает, например, что мы получаем до 5000 даже. Да. У нас начальство из таких людей, что никогда нас не обижает, слава богу, насчет зарплаты. Рецепты откуда? Бабушка показала, мама научила? Или вот как в цехах готовят? Это вот обычный классический рецепт? Это обычный классический рецепт, и мы совместно его как-то дорабатывали. Естественно, у нас каждый день свежее мясо и свежая зелень с рынка. И то есть за счет этого у нас продукция качественная. Ага. Мы работаем с первого дня по одной и той же технологии. Что главное в хинкале? В первую Эластичное очередь тесто, наверное. эластичное тесто, да, которое мы обрабатываем на машинках, на станках, как вы видите. Много раз мы его раскатываем так, чтобы оно было эластичным, глянцевым. Обрабатываем на одном станке сначала, потом на втором, так как у нас сначала идет тесто, просто потом они превращаются в пласты, то есть заново обрабатываются и потом только раскатываются на хинкали. А фарш должен быть жидкий, правильно? Конечно, 1 к 1 идет, конечно, это вот обязательно, чтобы хинкали кушали и чувствовали бульон. Это вот самый смак хинкали. А важно, сколько складок будет? Я, насколько знаю, 19 должно. Вы знаете, у нас иногда такой наплыв поток, что нам приходится очень быстро их лепить, поэтому складок поменьше. 6, 9, 8, 5, по-разному бывает, но... А дома их лепите? Нет, конечно, вы что, дома в домашних условиях их невозможно сделать. То есть это не будут хинкали, а уже не то, потому что тесто... Допустим, там вареники, пельмени дома. Или дегустируя здесь, у вас дома времени не остается. Это точно. Вы знаете, дома я даже не хочу об этом говорить, так как здесь достаточно у нас. Но у нас все пельмени, все вареники лепятся на наших станках, нашим тестом. И все свежее, как бы из-под ножа, все у нас нету заморозки никакой. Абсолютно никакой заморозки нету. Даже бывает, что клиенты просят заморозить хинкали. Мы этого не делаем, чтобы не портить наш продукт. Хинкали я леплю голыми руками, так как в перчатках их невозможно просто лепить. То есть я должна чувствовать тесто. Поэтому я леплю их голыми руками. То есть любой хинкальщик
кто быстро должен лепить и кто качественно должен это делать, потому что мы должны чувствовать тесто, толщину теста, глянцевость, ну, в общем, качество теста. Абраус техникальная мухус юшукс ирейхауп. Я банчис хош на пузлаку и кольцой. Ирацшо пачис кахна пызлаку ирацшевина. Сара европейка стоит. А салат рачани хаму. Салат цезарь, салат ипхоть, обло салат. Ачахариш кварасоп. Зиги и свежий хаму дари скупхойт, абраусура, хайхабераги дари бзиоп. А усура мшиша харзышала бойна. Аусура саат жвенер жабан заус хойт. А юна часа хазара шахзума. Я. Хцойт зиги угубхар зиги урехцойт. Дари скупхойт сус. Шма абсадзо. Ну, абсотах шпауцу несу мапсакоки аладзом. А вала фухуя хашпау. А вала фуху дари бзиоп джаба дырцом. Мушко ялангзан шака чахарш килалай цыпацой. Кила лауи, кила лагуахам тацаха бижбаба, кила ялцу вачашила, мышка ялагцаны ахцой. Чараш халаджи. Аджил хала баси алцой. Фабрикат жаха хайцой. Яха, пельмени хамов классический, пельмени куриный филе, а бартхо яха с ацибра, вареники с ацибра, чахарш. В Абхазии нет лаборатории, которая может исследовать тот или иной продукт на качество. Более того, допустим, не только местного производства, но и импортные тоже, получается, мы не можем проверять на качество. На ваш взгляд, насколько это необходимо? Или же вот у нас нет и как бы нет необходимости в этом? Смотрите, например, мы говорим, что нет лаборатории, но, например, та продукция, мясная продукция, которая попадает на сухумский рынок, она имеет соответствующие там, знаки качества и соответствующие знаки сертификации. Потому что иногда санэпидинстанция требует от нас документы, связанные с тем, в основном по мясу, которое мы приобретаем. И у нас никаких проблем никогда не возникает получить эти документы от того мясника, который нам непосредственно поставляет эту продукцию, мясо. Да. Сыр, допустим. Необходимо получать какие-то знаки качества, стандартизацию, но мы не можем сказать о том, что нам это облегчит работу, либо создаст какие-то сложности. Если скажут, что вам необходимо пройти по какую-то процедуру, связанную с получением с получением документации, мы эту процедуру пройдем. Но опять-таки я могу сказать, как человек, который занимающийся ресторанным бизнесом, если ты сделаешь плохой продукт, у тебя его просто не купят. Либо его купят, а второй раз за ним не вернутся. И все. Это самый главный показатель качества твоей продукции. Нас в основном проверяет санэпидинстанция. Они ежемесячно мониторят то состояние кухни, состояние персонала. У персонала все должны быть медицинские книжки, соответствующая документация, связанная с их состоянием здоровья. Потому что связано это еще и с тем, что очень часто, например, в ресторанном бизнесе требуют, чтобы все работали исключительно в перчатках. Это прям вот такое требование. Например, у нас такое требование мы выполнить в полном объеме не можем, потому что мы работаем очень много с тестом. Ну а любая хозяйка, которая дома работает с тестом, она понимает, что в перчатках нормальный замес теста произвести достаточно сложно. И поэтому мы очень следим за тем, чтобы у всех сотрудников были медицинские книжки, чтобы они проходили там медицинское обследование. Ну, за здоровьем персонала необходимо следить. Вот, кстати, в продолжении хинкали, пельмени, что еще? Вы много чего. Вареники с разными начинками у нас имеются. Это все делает аппарат или все ручная лепка? Нет, все это в основном ручная лепка. Естественно, там на заготовке фарша у нас используется соответствующее оборудование, но тесто все замешивается вручную и раскатывается вручную. Хинкали у нас, тесто, конечно же, обрабатывается на станках. У нас один итальянский станок, помимо итальянского станка, так как это тесто достаточно крутое, у нас имеется специальный станок, сделанный под наше заведение. Но вся лепка, процесс сборки хинкали идет вручную.